В эфире программа о технологиях, инновациях и том, что изменит нашу жизнь в обозримом будущем. В этом выпуске противостояние российских и зарубежных инноваций, есть ли будущее у виртуальной медицины в нашем регионе и фотоконкурс с ценными призами, в котором могут принять участие юные якутяне. Обо всем этом и не только в ближайшие несколько минут. Поехали! Начнем выпуск с темы, на которую хотелось поговорить уже довольно давно, но все не было повода. Речь о квантовых компьютерах, а тем самым поводом стала новость от компании Google, которая заявила, что создала самый мощный квантовый компьютер в мире. По словам компании, он за 3 минуты и 20 секунд выполнил расчеты, которые у ближайшего по мощности соперника заняли бы 10 тысяч лет. Результаты эксперимента опубликовали в докладе на сайте НАСА, но вскоре по неизвестной причине удалили. Возможно, это связано с его главным минусом. Процессор компьютера выполняет одновременно лишь одно вычисление. И пройдет немало времени, прежде чем его можно будет использовать для решения практических задач. Что вообще представляет из себя квантовый компьютер? Он, в отличие от привычных нам ПК, 4 ядра, 4 гига игровая видеокарта. Дерзкий, звонкий, что еще-то надо? Оперирует не битами, а кубитами, имеющими значение одновременно и 0, и единицу. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния сразу, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов. В этом и заключается сложность. Несмотря на огромное количество трудов по квантовой теории, притворить ее в жизнь полноценно не удавалось еще никому. Первыми, кто сделал заявление о создании квантового компьютера, была компания IBM в 2001 году. В середине 2000-х и наши ученые заявили о подобных разработках. Потом, в 2012-м, калифорнийские айтишники сделали прототип на основе алмаза. Итак, понемногу кое-какие шаги в этом направлении делаются, но полновесного прототипа для массового производства никто не представил и по сей день. Не представили и Google. Вспоминаем, что он может выполнить всего одну операцию за раз, но даже в этом случае прорыв видится мощным. Его портит лишь мутная история с удаленными докладами. Сама Google комментировать ситуацию отказалась. А Facebook анонсировала свой собственный виртуальный мир – Horizon. По описанию он похож на Оазис, виртуальный мир из книги и фильма «Первому игроку приготовиться». Там можно создать себе какого угодно аватара, нарядить его по последнему писку моды, построить собственный внутренний мир, разработать игру, пригласить других игроков в гости, вместе посмотреть фильмы, порисовать и еще много чего сделать. Конечно, нужна хорошая VR-гарнитура и контроллеры. Если они есть, погонять в Horizon можно будет совсем скоро. Чтобы поучаствовать, необходимо лишь подать заявку. Закрытое бета-тестирование начнется в 2020 году. Очередной законопроект касаемо технологий вызвал немало общественный резонанс. Депутат «Единой России» внес документ, который предполагает ограничение иностранцам доли владения значимыми IT-компаниями в 20%. Не на 20, а именно оставить им 20%. Что значит значимыми, не пояснилось. Проект по задумке должен защитить ценный российский Яндекс от посягательств со стороны опасных зарубежных инвестиций. Как это все повлияет на сам Яндекс, пока неизвестно. Между тем, российские власти уже в который раз занялись созданием своей собственной электронной энциклопедии. Они собираются выделить на нее почти 2 миллиарда рублей. Разработку, наполнение и поддержку портала возьмет на себя научное издательство «Большая российская энциклопедия». Ее называют аналогом Википедии, однако разработчики хотят создать более качественный и достоверный вариант. Проект стартовал 1 июля, а завершить его планируют в апреле 2022. Первые субсидии, 302 миллиона рублей, разработчики должны получить до конца года. Пока российский робот Федор отдыхает на пенсии, а я напомню, что после его полета на МКС Роскосмос заявил об очередной разработке его замены, буржуйский робот Атлас научился делать сальто, кувырки и другие трюки. Boston Dynamics опубликовала новое видео. Компания обучала его гимнастике с 2016 года, специалисты улучшали алгоритмы управления, теперь можно задать роботу определенные движения, а он сам рассчитывает, что нужно сделать, чтобы их выполнить. Из-за этого обучение идет гораздо быстрее. На новые трюки разработчики потратили гораздо меньше времени, чем на сальто и паркур. Более того, Атлас научился делать несколько движений подряд. Сложные маневры он выполняет вообще без пауз.
Перейдем к региональным новостям. Технопарк Якутия вошел в пятерку технопарков по уровню инвестиционной привлекательности, заняв в нем 4-е место. В рейтинге представлено 41 предприятие из 22 регионов. Наибольшую эффективность показала Москва, Мордовия, Самарская, Свердловская, Новосибирская области и Якутия. Рейтинг показывает, что технопарки из убыточных объектов, которыми они являются на старте, превращаются в привлекательные для частных инвестиций площадки с эффективными бизнес-моделями. И далее, эти показатели интенсивности входят в критерии программы по развитию малого и среднего бизнеса. То есть лидеры могут смело рассчитывать на государственные субсидии. Мобильная связь продолжает покрывать самые отдаленные уголки Якутии, и на сей раз сотовые операторы зашли в удаленные вахтовые поселки горняков на месторождениях Прогноз и Нежданинское, которые принадлежат предприятию Полиметалл. Оно заключило соглашение с Мегафоном. На обоих месторождениях, к слову, трудится порядка 600 человек. И теперь они могут воспользоваться не только спутниковой, но и мобильной связью. В планах дать такую возможность и другим добывающим площадкам. Не стоит на месте и медицина. К концу года должен заработать сервис Мед14. С помощью него планируют обеспечить быструю бесплатную консультацию якутян. Не повторит ли он участь другого подобного сервиса, который мы разбирали в одном из прошлых выпусков, узнаем у одного из разработчиков. Это такой проект, где будут именно два продукта будут в этом проекте. Это сам портал Med14.ru, где будут консультировать врачи бесплатно, вопрос-ответ. То есть просто спросить врача. И будет приложение регистратура, которое по всей республике будет распространено всем бесплатно. То есть его государственные муниципальные учреждения медицинские будут получать абсолютно бесплатно. Главная цель портала для меня – это, я работаю сам в ЕГБ номер 3, очень много пациентов, не знаю, даже 40-50%, мне кажется, так, я не считал, но, грубо говоря, они приходят к врачу по очень такому маленькому вопросу, на самом, который ответ 5 минут занимает, и они, чтобы этот вопрос задать, стоят в очереди, занимают квоты и так далее. Вот почему бы не задать, чтобы не ходить, просто вот такой вопрос, например, тоже подготовка к МРТ-органу брюшной полости. Забыл терапевт сказать и так далее. В интернете покопался, но все равно там непонятным языком написано и так далее. На какой стадии и сайт, и приложение сейчас находится? Приложение, она проходит, уже прошла обкатку, то есть 6 месяцев. Протестировали на медицинской информационной системе Якутской городской больницы номер 3. По нашим данным, то есть вот эта информационная система будет распространяться по всему городу и где имеется оптоволокно, то есть по УЗУСам. Пока я не могу сказать, где нет оптоволокна, что у них будет, но у них есть свои варианты, ну и есть и другие медицинские информации. Ну и тем более оптоволокно к тому времени, когда приложение запустится, уже и в других районах появится. Да, да. Тогда такой вопрос. Мы буквально на прошлой передаче обсуждали такое приложение, как ER14, которое, по сути, является не столько консультацией, сколько возможностью записаться к врачу. И работает оно, откровенно говоря, не так, как хотелось бы. Как у вас будет происходить процесс обкатки этого приложения и вообще сейчас какие работы ведутся над оптимизацией? Наша регистратура будет синхронизирована через госуслуги. ER14, к сожалению, она была между началом ER14 и госуслуги, ну, 2-3 этапа. Сейчас у нас напрямую либо госуслуги и напрямую сразу будет синхронизировано с медицинскими информационными системами. Но это получается исключительно информационный портал. Приложение регистратура, она как приложение чисто будет работать, но вопросы все равно будут. Там кнопка задать вопросы, например, только самый распространенный. Это либо терапевт, педиатр, либо акушер-гинеколог, например, либо невролог, который будет 2-3 и может задать вопрос, что мне делать и так далее. И она будет предоставлять альтернативу. Например, вы записались в поликлинику, любую поликлинику, 1, 2, 3. К неврологу хотите записаться, а там, как всегда, очередь, да? Там очередь на 2-3 недели. Тогда у вас, современного человека, нет времени, к сожалению, для этого. И там будет появляться альтернатива. Либо платные услуги РБ-2, либо платные услуги частных медицинских клиник. То есть и по цене, и по геолокации, что ближе.
всегда встает вопрос обеспечения таких проектов, так как от него напрямую зависит, как это приложение, как этот проект вообще в целом будет работать. На данный момент уже вначале мы где-то миллион, как старт у нас был уже накопление. Но мы уже сейчас договор заключаем с Ростелекомом, и они нас будут поддерживать и финансово, и морально, и фондом оплаты труда. Так что в этой отношении пока проблем не видим. У нас проблемы, скорее всего, больше в программистах хороших, здесь, которые в Якутске очень мало. К сожалению, все наши программисты либо работают у Майтона хорошие, либо... Ну, вы не первый человек, да, кто так говорит, либо приходится со стороны. Да, других со регионов. стороны других регионов. Вот в чем проблема. А так, тихо, мирно продвигаемся. Ну, я думаю, рано или поздно придет. Уже в Москве такие проекты имеются. Они, вот именно поликлиники, чтобы не на простые вопросы, чтобы отвечать сразу там. И даже справки выдавать дистанционно. Дети и подростки Якутии могут присоединиться к всероссийскому фотокроссу и создать фотопортрет современного поколения мира. Выйдя на улицу родного города, нужно сделать, так сказать, фотографический слепок. Создать яркие живые кадры, раскрывающие одну из сторон современной жизни родного региона, лица, традиции, пейзажи, культурные особенности, профессии, технологии и инновации. Ребятам до 18 лет необходимо загрузить свои снимки на сайт поколение.mts.ру в раздел «Поколение мира» до 5 октября включительно. Лучшие снимки лягут в основу фотовыставки «Поколение мира», которая будет открыта в 2020 году и посвящена 75-летию Победы. Вместе с тем жюри выберет одного победителя, который дополнительно получит от МТС поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа. На этом выпуск подошел к концу. Повтор его найдете на YouTube-канале Якутия24 и в Instagram-аккаунте як24.ру. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.